Сәлем дуслар, сезнең белән спорт тим һәм мин Ислам. Бүген бездә кунакта регби остасы, Казанның Стрела командасы форварды, Россиянең яшьләр җыелма командасы составында Европа чемпионатында чыгыш ясаган спортчы Алексей Бурдин. Исәнмесез, Алексей? Исәнмесез, Ислам. Кәйфләрегез шәпме? Да. Минеке дә. Димәк, әңгәмәбезне башларга без әзер. Алексей, регби республикада әле популярлашып кына килә торган спорт түрі. Безне караучылар арасында бәлки аның нинди уен икәнен дә белмәүчеләр дә бардыр. Кыскача гына аңлатып китсәгез иде. Ну смотрите, в Республике Татарстан регби на самом деле уже довольно-таки давно появилась. Регби — это хулиганская игра, в которую играют джентльмены, потому что регби придумали в Англии, это джентльмены придумали для того, чтобы маленечко, так сказать, снимать стресс после вот этих всех джентльменских дел. Основной принцип игры: необходимо, передавая мяч овальной формы обязательно только назад, но бежать с ним нужно вперед. Вот. И перед тобой защитники, которые хотят у тебя этот мяч забрать. И тебе необходимо разными комбинациями, разными пасами, перекидками этого мяча занести мяч в зачетную зону за соперниками. Вот. И положить его. За это 5 очков, а потом можно еще поворотом пинать. Это еще 2 очка. И вот так вот постепенно набираешь очки. То есть сначала ты атакуешь, потом другие атакуют. Вот такая вот, в принципе, игра. Рәхмәт. Сезнең белән очрашуга мин дә тырышып әзерләндем. Регби турында күп укыдым. Минем интернеттан тапкан мәгълүмат белән сезнең белемнәр ни дәрәҗәдә туры килә икән? Әйдәгез тикшереп карыйк. Сез каршы түгелме? Ну давайте попробуем. Давайте попробуем. Бик яхшы. Беренче сорау. Регби тубының авырлыгы нинди? Так, ну прям точно до граммов не скажу. Я предполагаю 470 грамм. Дөрес. Икенче сорау. Регби кайсы илдә барлыкка килгән дип санала? Если быть точным, то в Англии, в городе под названием регби, из чего и пошло название регби, игра. Өченче сорау. Регби капкасының килнеге күпме беләсезме? Так, я думаю, 4 метра. Әз генә ялгыштыгыз. Булды. Хәзер без регби турында барысын да диярлек беләбез. Сезнең белән танышырга вакыт. Бу спорт түрі белән ничә яшьтән шөгыльләнәсез? Так, в регби я начал заниматься класса с 3-го, это где-то, наверное, лет с 8-9. И вот до сегодняшнего дня, сколько мне, 28, получается уже 20 лет. Миңа хәзер 12 яшь. Регби белән шөгыльләнә башларга сыңмы инде? Конечно же нет. Сейчас, последние несколько лет, начали внедрять регби не только в студенческие, но и в школьные, практически дошкольные промежутки детского развития. То есть начинают дети с тег-регби, это ленточки отрывать друг от друга, привязанные на бедрах. А потом уже где-то вот свой возраст, своего примерно, начинают уже в контактной тренировке. Так что я думаю, если тебе вдруг станет интересно после сегодняшнего интервью, есть возможность записаться на секцию. Бицепсларыгызны күрсәтегез әле. Ну это с удовольствием. Ярыма тотып карасам. О, таш кебек. Регби уйнаганда ярдәм итәләрме? Конечно, помогают. Когда ты бежишь мимо, вот, пресс-атташе, чтобы тебя сфотали красиво, чтобы потом на фотках красоваться. Травмалар есть буламы? Ну смотри, от того, что мы целыми днями проводим на тренировках на поле и в зале, у нас как бы мышцы и тело подготовлены к практически любому виду контакта. Тем более мы примерно ожидаем откуда, когда этот контакт произойдет. И от того, что у тебя тело уже готово, то травмы как таковые, они случаются в основном из-за каких-то нелепых или случайных ситуаций. А когда, вот, допустим, прям жесткие сильные столкновения, ты, в принципе, весь уже жесткий, плотный, и тебе как бы просто, ну, типа, может быть, маленькие там синяки появятся, что прям такие сильные травмы, я как бы не помню, что прям так людей калечило. Как обычно, травмы случаются вот, из-за каких-нибудь глупостей вообще совершенно. Сезне тренерыгыз еш ачуланамы? Ой, когда я приехал в Стрелу, я понял, что тренера вообще, они клевые ребята, потому что вот наш тренер Джипи Нил, он вообще, по-моему, не знает, что такое ругаться, он только подбадривает, только веселится, только прикалывается с нами. Ну, иногда там что-нибудь на африканском, на своем поругается, но никогда не кричит прям, что прям, типа, будут плохие какие-то.
В основном, типа, эмоционально поддерживает позитивный настрой в команде для того, чтобы люди всегда были на подъеме, всегда были на позитиве. Һәр матч үзенә күрә бер сынау. Дөресме? Менә мин контроль эш алдыннан шашны йомыйм. Шулай эшләсәм 5 алам. Ә сез нишлисез матч алдыннан? За день до игры я прям нормально, так сказать, обязательно нужно сходить куда-нибудь в пекарню, какое-нибудь или какое-нибудь пирожное съесть, что-нибудь сладкого. Вот, и не отказываю себе ни в чем, но вот в день игры там все четко, то есть утром каша овсянка, какая-нибудь кофе, там бананы, энергогель, всякие вот эти вот у нас есть спортивные добавки, которые там всякие карнитины, БЦАшки, креатины, все вот это и ничего вредного, все вот прям строго для того, чтобы ты был уверен, что ты сделал все свои приготовления и вот на игру выходишь, типа, у тебя есть энергия, есть откуда брать силы. Хоккейчыларның хезмәт хакы бик зур булуын ишеткәнем бар. Ә регби осталарыныкы хезмәт хакы зурмы? Ну, в разы меньше, чем у хоккеистов, конечно, но в контракте у меня написано, что нельзя разглашать, так что... Ярар, булай булса. Ә регбига көнгә күпме вакытыгызны багышлыйсыз? Если, допустим, это игровой день, то мысли о регби начинаются вот с момента подъема. Допустим, в 7 проснулся, и ты вот целый день об этом думаешь. Если там тренировочные какие-то занятия, то вот до конца тренировки ты все это время думаешь, а потом такой, так, теперь надо думать покушать, поспать, отдохнуть, в телефон поиграть маленько, ютубчик посмотреть. Так что, ну, я думаю, 50% дня думаешь в тренировочное время и где-то 100% времени думаешь в игровое время. Спорттан китәргә теләгән вакытларыгыз булдымы? Я думаю, что для профессионального спортсмена любая сильная травма – это сильное испытание, и когда она происходит, у тебя сразу начинаются мысли всякие лезть в голову. То есть у меня тоже такое пару раз было, я получал пару таких неприятных, довольно-таки серьезных травм, которые выбивали меня на долгое время. Но в то же время, когда ты в голове вспоминаешь, через что ты прошел, сколько ты уже вытерпел, сколько ты уже вот здесь в этом спорте сидишь, ты думаешь, блин, я не для этого всем этим занимался, чтобы так просто все закончить. Так что эти мысли посещают прям вот, наверное, на долю секунды, но в то же время нужно сразу же от них открещиваться. Травмалар булды дип әйтәсез. Ә нинди травма ул? Так прямо сейчас сложно вспомнить, потому что их было достаточно много. Ну, допустим, из самых таких запоминающихся я однажды себе сломал палец так сильно, что у меня вот в сторону смотрел и еще сломался пополам. Потом, вот буквально даже недавно, ломал палец в стопе, это было вообще очень странно, то есть я делал захват, и у меня нога в бутсе просто так-то сложилась, и я такой, елки-палки. Сначала даже не почувствовал, но когда начал наступать, я понимаю, что у меня просто пустота в бутсе, такой, что-то не то получается. Вот, и один раз, причем не я участвовал в моменте, то есть я стоял рядом, и мой партнер делал захват соперника, и его так как бы закрутило по инерции, а я как бы стою. И бывает такое, когда твоим же партнером тебя косят просто как косилкой. Я, получается, стоял, и меня скосило в сторону, и нога вот так сложилась. Бу спорт төре белән шөгыльләнергә теләүчеләргә нинди киңәшләр бирердегез? Ну, наверное, первое, я посоветовал бы не бояться этого спорта, потому что, опять же, как я говорил, все вот эти травмы – это случайности, это нелепые стечения обстоятельств или какие-то вот прям мистические закономерности. Это как бы не исходит от самого спорта, потому что детей вот с такого маленького возраста начинают уже к этому готовить, постепенно наращивая контакт, постепенно как бы адаптируя их тело к спецификам спорта, и в то же время большое количество тренировочных занятий в зале и на поле, оно способствует укреплению организма. И я скажу так, что регби – это, наверное, один из таких немногих видов спорта, который в себя включает все другие виды спорта. То есть там нужно думать, нужно бегать, нужно быть сильным, нужно быть выносливым, нужно быть игровитым, техничным. То есть, допустим, тебе уже не удастся там, только на силе вывести или только на технике. Тебе нужно быть максимально разносторонне развитым. И я думаю, что это очень хорошо помогает людям в жизни. И достаточно интересный вид спорта, потому что если так вот и посмотреть, наверное, у регби самый, наверное, толстый список, книжечка такая с правилами. И я думаю, чтобы все эти правила знать и соблюдать, это нужно, достаточно много мозгов, интеллекта. Вот. И я думаю, чем сложнее играть, тем в нее интереснее играть.
И поэтому она такая зрелищная, такая интересная. Алексей, жауапларыгыз үшін зур рәхмәт. Рахмет. Әңгәмәбез ахырында әйдәгез кыска гына уен уйныйбыз. Мин хәзер сезгә берничә татарча сүз әйтәм, ә сез аны тәрҗемә итәсез. Килештекме? Ну, давай попробуем. Әйдәгез. Исәнмесез? Это приветствие, здравствуй, типа. Дөрес. Хәерле иртә? Ирте, это что, типа, будешь ачпачмак, что-нибудь такое? Юк, аны иртән әйтәләр. Ну, это приглашение на чай, наверное, Юк, что-то бар такое. исәнмесез? Так, и сямисис. Бар сәлам? Больше сәлем, бар? здравствуй. Ага. И син моны әйтәсең. Ну, типа, исямисис, типа, и сегодня в гости не приходи, я устал. Юк, юк. Нет? Бу русчада доброе утро була. Вот, доброе утро, понял. Әйе. Рәхмәт. Ну, рахмет это, ну, типа, большой рахмет, тоже, типа, приветствие какое-то, получается. Юк. Вот Нет? син чәй эчтең һәм дусыңа әйтәсең, рәхмәт чәй өчен. Ну, типа, добрый день, или хорошего дня говорят, типа, обычно. Рәхмәт. Рахмет, да, спасибо, большое спасибо, до свидания. Әйе, спасибо. Чәй. Чай. Әйе, дөрес. Баһадир. Бахадир. Типа, бахадир, на что похоже слово бахадир? Ботинки? Юк. Бу сүз татар теленә рус теленнән кергән. Не понял. Баһадир 3 була. 3. Подсказка еще какой-то. Бар Алёша Попович. Богатырь. Әйе, О. дөрес. Ә хәзер исегездә калган сүзләрне бу альбомга языгыз зинһар өчен. Давайте попробуем. Я уже запомнил, конечно, это исямисис. Это самое, наверное, часто слышимое слово в Татарстане. За грамматику извините. Опять же, рахмет тоже часто слышится. Было слово чай, да? На ще начинается, по-моему. Чай, так и напишу, чай, щавель, чай. Вот, и богатырь, допустим, ну так вроде звучало. Неправильно. Ну как смог, как говорится. Хоть что-нибудь правильно есть? Нет. Зинһар өчен автографыгызны калдырыгыз. Надеюсь, автограф-то я свой правильно напишу. После приезда в Казань мы, наверное, раз в 2-3 недели стабильно какие-нибудь мячи, либо майки подписываем, так что я уже руку набил, и у меня как бы это... Автограф өчен зур рәхмәт. Уенығызға киләм. Приходи обязательно.